Добрый день, дорогие наши ветераны и участники торжественного собрания общественности, посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Позвольте поздравить всех вас с великим праздником Победы, поблагодарить за ваш подвиг, за мирное небо над головами, за нашу сегодняшнюю счастливую жизнь и пожелать вам здоровья, бодрости духа, и пусть всегда вас согревает любовь близких, чтобы ваша жизнь была спокойной, радостной и счастливой. Табугд менге гаргаһын батыршылгын ашар, аяр, далың жылы торшыда, алтын шарғылнарына дулахын ылшыр жигнулын, улы гуй сылмык актарыгай дара, амыр жаргыжы хоғым, хыдың уязаны зүгіхо, танытта гуң сычхыленге, байыр байыз хылнейімі дулша, ушолың жылнутта, илурынхы, хэм-хэх на жоухы итне, хусыныбде. Сегодня мы празднуем 70-летие Победы, и каждый год 9 мая сердце ликует от радости и сжимается от печали. Этот день для всех нас был и остается одним из самых светлых, торжественных и значимых. В нем вся мощь, вся сила духа и величие простых людей в тяжелые годы, сплотившихся и отстоявших свою родину. Годы идут, но славный подвиг нашего народа никогда не изгладится из памяти благодарных потомков. Ауыйхы илалтың, далын жылы алдырты өйі оқтыжы байқыда, дәне дұлын соғырғар жиырғын, олын тоты ветеран одемне алтын дылхеті қақысығын ажығындың шаналмар. Гүбіш еті днемне алдыр нырнут, ардайынға адымда мұңқыдо улы қылғыжа найдыныпте. Мы начинаем торжественное собрание общественности, посвященное празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Слово для праздничного доклада предоставляется главе Республики Бурятия, председателю правительства Республики Бурятия Вячеславу Владимировичу Наговицыну. Амарманде, Хундатенухет, уважаемые друзья и дорогие наши ветераны. Я искренне поздравляю вас с 70-летием победы советского народа над фашистской Германией в Великой Отечественной войне. Слово «победа» для всех нас имеет глубокое и священное значение. Минуло уже 70 лет, как многонациональный народ нашей страны дал отпор фашизму, защитил от него весь мир, показав пример для всех последующих поколений. И наш долг – сохранять и передавать потомкам правду о войне, о ее героях, в том числе широко и достойно отмечать юбилейные даты, важнейшие события истории нашей Родины. Сегодня мы вспоминаем о героическом, бесценном вкладе жителей Бурятии в победу и на фронте, и в тылу. Нет ни одной семьи, которой не коснулась война. Каждый третий воин Бурятии из более 120 тысяч ушедших на фронт не вернулся с полей сражений. Уроженцы республики участвовали, пожалуй, во всех исторических битвах той войны. Многие ушли на фронт добровольцами. Национальный архив Бурятии хранит драгоценные документы тех лет, которые и сегодня поражают масштабом преобразования из-за вынужденного перехода экономики на военные рельсы. Фактами массового героизма на фронте и в тылу всех, от мала до велика, всех слоев населения. Так, у нас в архивах хранятся письма с фронта и на фронт. Как пронзительно они звучат сегодня. Сохранилось послание известного снайпера Церендаши Даржиева. Вот что он писал, обращаясь к землякам. «Я сын бурят-монгольского народа, народа, призванного к жизни великой социалистической революции, расцветшего в дружной семье советских народов.
Когда подлый враг напал на мою родину, я взял оружие в руки и плечом к плечу с моими братьями русскими, украинцами, белорусами и представителями других народов пошел защищать страну от гитлеровской гадины. 181-го фашиста я уничтожил, но это только начало счета, который я буду увеличивать. Я клянусь перед лицом своего народа, что вместе с собратьями по оружию буду уничтожать врага, пока ни одного из них не останется на нашей земле, пока сердце будет биться в моей груди, пока хоть одна капля крови будет течь в моих жилах. И воин сдержал свою клятву, доведя счет уничтоженных гитлеровцев до 270. Герой Советского Союза Церендаши Доржиев пал смертью храбрых. Наш народ будет всегда славить память снайперов Церендаши Доржиева и Жамбала Тулаева, Сергея Орешкова, повторившего подвиг Александра Матросова, Гармажапа Гармаева, Григория Осеева, Дармы Жанаева, Василия Хантаева, Василия Истомина и других наших земляков, показавших образцы доблести и отваги. Мне посчастливилось пообщаться с некоторыми из них. Так мне повезло лично познакомиться с героем Советского Союза Георгием Николаевичем Москалевым. В прошлом году я поздравлял с 90-летним юбилеем и передавал личное поздравление президента России, единственной в Бурятии женщине-кавалеру ордена Боевой Славы Ангелине Ефимовне Сахаровской. Так случилось, что оба наших ветерана были наделены даром художника. На протяжении многих лет в Бурятии идет работа по увековечению памяти земляков. Так поисковики из республиканского отряда «Рысь» участвуют в акте памяти в Подмосковье и на Халкинголе, где воевало много наших воинов. Поисковики работают в архивах, устанавливают личности погибших, находят их потомков. Также перед 70-летним юбилеем Победы выпущена видеокнига памяти с воспоминаниями фронтовиков, с их живыми свидетельствами. Кроме того, в апреле представлен 10-й том книги памяти. Составители героической летописи скрупулезно собирали сведения о наших земляках, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны. В этом томе вновь появилось имя погибшего в Подмосковье уроженца Куйтуна Никифора Федоровича Колесникова. Скудные сведения о нем, как о пропавшем, уже были в первом томе книги памяти. А в 2014 году поисковики в Подольском районе в Подмосковье подняли останки бойца и восстановили его имя по медальону. Теперь все знают место гибели нашего земляка. И вот факт, что торжественное перезахоронение состоялось в 2014 году на мемориале Победы близ села Кузовлево. Колесников погиб в боях под Москвой в 1941 году, когда сибирские дивизии отбросили немцев от столицы. Мы все помним, что 93-я Восточно-Сибирская стрелковая дивизия, почти полностью состоявшая из жителей Бурятии, вместе с другими дивизиями со страшными потерями отстояла Москву. Нужно отметить, что в этом году в республике открывается как никогда много памятников, увековечивающих имена героев. Лишь в городе Улан-Удэ таких памятников будет открыто 9. При этом активнейшую позицию занимают граждане, предприниматели, коллективы, и я хочу выразить им за это большую благодарность. Необходимость сохранять память о наших земляках понимают все в нашем обществе. Накануне мы у Бурятского научного центра открыли бюст героя Советского Союза Василию Харинаевичу Хантаеву, который возведен на средства нашего сенатора Арнольда Плоханова и средства наших научных учреждений. Сержант Хантаев освобождал от немецко-фашистских захватчиков города и села Украины, Польши, Чехословакии. Был дважды ранен. До логова врага Василий Харинаевич дошел, когда ему было 20 лет. Младший сержант особо отличился в уличных боях за Берлин. Также в Улан-Удэ, в сквере по улице Синчихина, накануне торжественно открыт памятник Прокофию Федоровичу Синчихину. Выпускник школы номер 2 в Улан-Удэ, он воевал с мая 1943 года.
к октябрю 1943 года младший лейтенант Прокофий Синчихин уже командовал батареей на Воронежском фронте. Однажды на небольшом его участке гитлеровцы сосредоточили пехоту и танки, чтобы прорвать нашу оборону. Батарея Синчихина встретила их прямой наводкой. 10 вражеских машин остались на поле боя. Советский офицер отличился и во время битвы за Днепр. Одной из первых батарей младшего лейтенанта Синчихина под сильным обстрелом на плотах переправилась на противоположный берег Днепра и заняла важный стратегический плацдарм. Бойцы проявили мужество и атаку при отражении атак танков и пехоты противника. Поэтому в январе 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленный при этом мужество и героизм, младший лейтенант Прокофьев Синчихин был удостоен высокого звания Героя Советского Союза. Орден Ленина и медаль «Золотая звезда» он получить, к сожалению, не успел, так как 24 марта 1944 года погиб в бою. Он похоронен в поселке Микулины в Тернопольской области Украины. В прошлом году ветераны войны обратились к депутату Горсовета, руководителю группы компании «Титан» с просьбой увековечить память Героя Советского Союза Прокофия Федоровича Синчихина в бронзовом бюсте. И Вадим Бретний поддержал просьбу, и коллектив «Титана» также взял шефство над самим сквером, где установлен сегодня этот бюст. Жители республики бережно хранят память о рабочих, колхозниках, ученых, инженерах, конструкторах, которые самоотверженным трудом выиграли небывалую битву за металл и хлеб, топливо и сырье, за создание могучего оружия в тылу. Когда мужчины уходили на фронт, на их место вставали подростки и женщины. Документы свидетельствуют. Они выдавали 200-300% к плану. Так, начальник колбасного цеха Улан-Удэнского мясоконсервного комбината Наталья Сизых 7 июля 1941 года написала заявление в связи с мобилизацией мужчин на защиту Родины. «Хочу работать не 8 часов, а 12, а если потребуется, то и все 24 часа, не покладая рук. Прошу дать работу, где я бы могла заменить мужчину или даже двух». Каждый на своем посту максимально прикладывал свои силы, работал на результат. В те годы закладывался характер и будущего руководителя нашей республики Андрея Урубхевича Мадагоева. В 1941 году он возглавлял комсомол Бурят-Монголия, занимался ответственной работой. Комсомол тогда поднимал молодежь на ремонт и изготовление военной техники, пополнение продовольствия, сбор денег и теплых вещей для Красной Армии. В 1943 году по распоряжению Сталина Мадагоев участвовал в организации вылова рыбы для фронта. За 2 года было выловлено 240 тысяч центнеров рыбы, в том числе 50 тысяч центнеров омуля. За успехи в мобилизационной работе, создании комсомольско-молодежных бригад на предприятиях и особенно сборе средств для фронта первый секретарь обкома ВЛКСМ получил благодарственное письмо лично от Сталина. В 1943 году Андрей Урубхевич был избран секретарем Бурят-Монгольского обкома партии по животноводству, где также проявил свой организаторский талант. Известно, что трудящиеся Бурятии внесли из своих сбережений в фонд обороны огромные по тем временам деньги, более 67 миллионов рублей, и более чем на 60 миллионов рублей они подписали государственных облигаций. Только комсомольцы, молодежь, школьники собрали на строительство танковой колонны 1 миллион 300 тысяч рублей. Они отправили на фронт десятки тысяч варежек, унтов, шуб. Так в Ивенкинском колхозе в поселке Холодное, как писал Красный Байкалец в 1942 году, 7 колхозниц и 107-летняя бабушка Платонова выделали 30 оленьих шкур и пошили из них теплые вещи для нужд Красной Армии. В своих письмах, которые хранятся в архивах, фронтовики благодарили за подарки и теплые письма поддержки, призывали усилить помощь фронту. Уважаемые земляки,
Завтра в Москве состоится парад войск, в котором примут участие наши друзья из Монголии. Братская страна, единственный союзник Красной Армии в Азии во время войны, сегодня разделяет с нами этот праздник. Наш народ помнит подарки монгольских друзей, которые отправляли на фронт теплые вещи, прекрасных выносливых коней, дошедших до самого Берлина, продовольствие. На средства граждан Монголии была построена и сформирована авиационная эскадрилья «Монгольский Арат». В 1943 году делегация во главе с председателем Совмина Чайболсаном от имени монгольского народа передала Красной Армии танковую колонну «Революционная Монголия», состоящую из 53 танков. Сегодня мы ценим бережное отношение Монголии к истории наших отношений. Наша боевая дружба началась еще в 1939 году на Халкинголе. Не случайно в Монголии до сих пор с огромным уважением относятся к маршалу Жукову, к памяти тех, кто ценой своей жизни отстоял нашу независимость. Друзья, сегодня наша главная забота о ветеранах. Сегодня в Бурятии проживает около 14 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны. Из них 840 инвалидов и участников войны, 10 832 участника Трудового фронта, 2555 вдов участников войны, 15 человек награждены знаком жителю блокадного Ленинграда, 29 несовершеннолетние узники фашизма. По плану мероприятий по подготовке и проведению празднования юбилея Победы, который разработало правительство Республики Бурятия, в течение прошлого года было проведено обследование условий жизни каждого ветерана, уточнены списки и адреса, выявлена нуждаемость в социальных и медицинских услугах, ремонте жилья. Социальным обслуживанием на дому охвачено 2000 ветеранов. Оказана материальная помощь 599 ветеранам. Организовано шествие из числа молодежи и ветеранского актива над 6089 ветеранами. Оказана помощь в обработке огородов, приобретении топлива 1383 ветеранов. По решению президента России жильем обеспечено 4255 ветеранов на общую сумму 3,7 миллиарда рублей. В 2015 году дополнительно поступили 72,5 миллиона рублей на эти же цели. За счет этих средств 62 ветерана получат жилье в этом году. В очереди остаются, однако, еще 67 ветеранов. Наша задача – организовать успешную реализацию программы и в их отношении. Я хочу заверить, что ни один ветеран не останется без жилья. Все ветераны, вставшие в прошлом году или которые встанут в этом году, все абсолютно будут учтены в списках и получат свое жилье. Ветераны, нуждающиеся в ремонте жилья, в минувшем году получили выплату в размере 40 тысяч рублей, охват составил 670 ветеранов. С 1 января нынешнего года вступил в силу закон Республики Бурятия, устанавливающий меры социальной поддержки детям войны. Гражданам, родившимся в период с 1 января 1928 года по 2 сентября 1945 года. На реализацию закона в республиканском бюджете на 2015 год предусмотрено 44 миллиона рублей. Сегодня уже выдано более 25 тысяч удостоверений. Из средств федерального бюджета проводится единовременно выплата ко Дню Победы в размере 7 тысяч рублей для участников войны и 3 тысяч для ветерана войны. Охват диспансеризации инвалидов и участников Великой Отечественной войны в республике составляет сегодня 100%. И это не разовая акция, а уже сложившаяся система работы с ветеранами. Стационарным лечением в госпитале ветеранов войны охвачено 100% от желающих ветеранов. Перед Днем Победы в торжественной обстановке более 12,8 тысяч ветеранов получили юбилейную медаль «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 41-45 годов». 600 ветеранов войны и боевых действий, в том числе 41 человек из районов республики, примут участие в военном параде Победы и массовых мероприятиях 9 мая, которые будут проходить в городе Улан-Удэ.
для участия в Параде Победы на Красной площади в Москве по согласованию с медицинскими организациями и Республиканским советом ветеранов утверждена кандидатура участника Великой Отечественной войны Берловича Бориса Хайкальевича. Ветераны из субъектов Российской Федерации примут участие во всех основных мероприятиях 9 мая. В военном параде, торжественном приеме президента России и в праздничном концерте на Кремлевской площади. Кроме того, на период их пребывания в Москве предусмотрена широкая культурная программа. Все ветераны войны, проживающие в Республике Бурятия, в торжественной обстановке получат памятные подарки с благодарностью от правительства Республики Бурятия. Сейчас сложно даже просто перечислить те мероприятия, которые проходят в эти дни в рамках празднования Дня Победы. Власти всех уровней в Бурятии стремятся, чтобы праздник почувствовали все жители республики. По всей Бурятии проходят встречи, концерты, вахты памяти. В Улан-Удэ среди основных мероприятий я бы отметил Парад Победы войск Улан-Удэнского военного гарнизона. Столица республики участвует во всероссийской акции «Георгиевская ленточка», «Вахта памяти», «Эстафета вечного огня». Подчеркну, что вечный огонь у мемориала Победы теперь будет гореть вечно, а не только по праздникам в честь Дня Победы. В городе Закаменск вчера установлен памятник «Генерал-Танк». И Межгосударственным союзом городов-героев городу Закаменску присвоено почетное звание «Город трудовой доблести и славы». Масштабно и красочно пройдут ставшие уже традиционными и любимыми акции «Народная победа», «Солдатская каша», «Бессмертный пол». Дорогие друзья, уверен, пока люди помнят о подвигах своих прадедов, никому не удастся переписать историю той страшной войны, той великой победы. Я поздравляю всех земляков с наступающим праздником. Дорогие ветераны, я желаю вам здоровья и долгих лет жизни, любви родных и близких, а всем нам, дорогие друзья, мира, стабильности и чистого неба над головой. Поздравляю вас с 70-летием Великой Победы Советского Союза над фашистской Германией. С праздником! Спасибо, уважаемый Вячеслав Владимирович, за теплые слова. А мы приглашаем на сцену председателя Республиканского совета ветеранов Ривамира Баяровича Гармаева. Уважаемый глава республики, уважаемые товарищи, дорогие ветераны! От имени ветеранов Великой Отечественной войны, вооруженных сил и правоохранительных органов горячо и сердечно поздравляю всех вас с праздником 70-летия Великой Победы. Старшее поколение гордится Великой Победой, одержанной в жестокой битве с фашизмом. За прошедшие после войны годы Великая Победа стала свидетельством силы и могущества нашей Родины, и это до сих пор не дает покоя тем, кто замышляет новую перестановку сил в мире. Война показала чудеса стойкости и мужества, отваги нашего народа и на фронте, и в тылу. Сегодня мы помним почти всех наших воинов-земляков поименно. За 21 год республики издано 10 томов книги памяти Республики Бурятия, и в них увековечено имена более 110 тысяч воинов из Бурятии. Сегодняшние жители Бурятии верны общепринятому правилу «никто не забыт, ничто не забыто». Поиск продолжается, но война очень медленно раскрывает свои тайны. 5 лет назад, накануне 65-й годовщины, список героев Советского Союза пополнился новым именем. Это Оскар Искандарович Валиев, призванный на фронт в 1941 году Баунтовским райвоенкоматом. В прошлом году еще раз напомнил о себе наш земляк, воин из Тарбагатая Черниговский Серафим Васильевич, о котором были
Во втором томе книги памяти на странице 523 лишь скупые строки, но поисковики на полях под Москвой установили его останки по солдатскому медальону, и через более 70 лет потомственный казак нашел свое место на родной Тарбагатайской земле. За подвиги, совершенные в годы войны, 39 наших земляков удостоены звания Героя Советского Союза, а 2 нашим землякам за воинские подвиги присвоено звание Герой Российской Федерации. До сих пор считалось, что Бурятия – родина 11 полных кавалеров, то есть награжденных орденами славы всех 3 степеней. Так мы думали до 5 мая 2015 года, и в день 5 мая, 3 дня тому назад, в Совет ветеранов поступила одна интересная информация о том, что из Бурятии вышло не 11, а 12 полных кавалеров орденов славы. Раскрыта еще одна тайна Великой войны. В наградном листе нашего земляка сказано в графе «Постоянный домашний адрес», представляемого к награждению, город Улан-Удэ, Зауда, Подкаменская улица, дом 41. А на сайте Министерства обороны Российской Федерации отмечено, что он родился в селе Каленово Волгинского района. Это полный кавалер орденов славы Яковлев Илья Степанович, призван в Красную армию в 1941 году, и он был награжден 24 июля 1944 года орденом славы 3 степени, 25 марта 1945 года орденом славы 2 степени и 31 мая 1945 года орденом славы 1 степени. Эту информацию представил Совет ветеранов журналист Баясхалан Дабаин, и все документы, копии имеются в Совете ветеранов. Теперь у нас не 11, а 12 полных кавалеров орденов славы. Поиск продолжается. Жители Бурятии, и стар, и млад, стали на защиту Отечества, направляя своих сыновей на священную войну, и они желали скорейшего возвращения домой с победой над врагом. Провожая своего сына, старейший бурятский писатель Хоца Намцараев писал: «Далын хулык мареро, дапкин нараре, даптамул мунгын хылмере, дален сапсаре, жи абын лидирхын ирхватор в умне». Вкратце эти строки звучат в свободном переводе так: «Будь беспощаден к иноземным захватчикам, рази врага серебряным мечом, мой сын, отцу и матери опора и отрада родной земли, защитник-богатырь». Конечно, сложной и трудной выдалась жизнь в тылу. Все для фронта, все для победы. Этот призыв был единым руководством к действию по обеспечению фронта продуктами питания, обмундированием и оружием. Тут основная сила – нежные, надежные руки славных женщин России. Да разве об этом расскажешь? В какие ты годы жила? Какая безмерная тяжесть на женские плечи легла. Кто утро простился с собою, твой муж или брат, или сын, и ты со своей судьбою осталась один на один. Ты шла, затаив свое горе, суровым путем трудовым. Весь фронт, что от моря до моря, кормила ты хлебом своим. Рубила, возила, копала, да разве же все перечтешь? А в письмах на фронт уверяла, что будто отлично живешь. Бойцы твои письма читали, и там, на переднем краю, они хорошо понимали святую неправду твою. И воин, идущий на битву, и встретить готовый ее, как клятву шептал, как молитву, далекое имя твое. Так и было. Так и было. Михаил Васильевич Исаковский только об одном очень важном не сказал. О том, что ей одной
женщине и матери, кроме всего прочего, приходилось поднять на ноги тех, которых мы сегодня называем «дети войны». О том, как дети войны провели эти годы, написала нам ветеран школы номер 20 города Улан-Удэ Надежда Ивановна Афанасьева. Нет, мы родом не из детства, нет. Его война у нас украла, как будто разом отключили свет, и тьма жестокая настала. Мы ждали почтальона и боялись, пусть лучше мимо он пройдет. А вдруг он не письмо желанное доставит, а похоронку принесет. О Боже справедливый, чашу эту ты мимо сыновей и внуков пронеси. А похоронки эти поступали и немало. Последние годы ветеранские организации проводили конкурсы на лучшие работы по темам «Послушайте ветерана», рассказывают дети войны. Сколько интересного пишут наши ребята. Они в своих поисках находят имена героев-земляков. Дети Гурульбинской школы и Волгинского района рассказали о Цемде Жамсарановой, молодой женщине, сопровождавшей в числе других эшелон подарков и продуктов воинам Северо-Западного фронта. Школьники Новоильинской школы Заиграевского района узнали о боевых делах своего земляка Финогена Шурыгина, представленного к званию Героя Советского Союза. Ученица Шимкинской средней школы Белигмаз Зурбаева сообщила, что ее земляк, 11-летний мальчишка Даши Сирен Даржиев, на лошадях возил далекую Аку, бензин, керосин, муку и на 4-й день добирался до места назначения. О чем думал этот мальчик во время такого перехода? О маме, об отце, который воевал на фронте, а может о куске хлеба, которого так не хватало в те голодные годы. В другом рассказе говорится, что семиклассник давал заготовку дров, ремонт школы и заготовку дров для своей школы. Да мало ли было дел у ребят военной поры. Собирали колосья по жнивью, мерзлую картошку на полях, возили копны к зароду, а в цехах заменили ушедших на фронт отцов. Трудно найти слова, которые могли точно определить мучения и страдания людей, особенно детей в те же тяжелые годы войны. Но все же выжили, встали с колен, наш народ восстановил народное хозяйство. Но что бы ни делали, с нами всегда была память о погибших, не вернувшихся домой, и нам было уютно и тепло с теми, кто в молодости, познав жестокие сражения, после возвращения для нас стали примером мужества, беспредельной преданности родному народу, примером добросовестного отношения к труду. В них мы хотели видеть своих отцов, не вернувшихся с той войны. Правы те потомки, которые говорят и пишут: «Спасибо деду за победу». Вечная память героям-фронтовикам, вечная слава народу-победителю, пусть грядущие поколения хранят навечно славные боевые традиции своих отцов, дедов и прадедов. Спасибо за внимание. Благодарим вас, уважаемый Леонид Валерьевич. Слово предоставляется исполняющему обязанности председателя Народного хорала Республики Бурятия Владимиру Анатольевичу Павлову. Хундата Дэна Араталын ветеранут, хундата Нитага Архит, Тамды агу ихы лалтын далын жылай ойын байрар, арады құрылы депутату дезуго, барунго зуго, хани ханулар амашылнып. Дорогие участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, уважаемые земляки, от имени депутатов Народного хорала Республики Бурятия, от себя лично поздравляю вас с самым главным праздником нашей страны
юбилейным Днем Великой Победы. Со дня окончания самой страшной, самой жестокой, самой кровопролитной войны в истории человечества прошло 70 лет. И сегодня День Победы для нас – это священная дата. И особенно сегодня мы очень остро осознаем, как важно отстаивать интересы своего Отечества, защищать Отечество от любых посягательств. Победа досталась нашему народу дорогой ценой, ценой страшных мучений и испытаний, ценой десятков миллионов жизней советских людей. И наш народ победил в той жестокой войне не только силой своего оружия, но и силой любви к своей родине, к своей отчизне, к своей земле, к своей семье, силой своего патриотизма. Победа ковалась не только на фронте, она ковалась и в тылу. Труженики тыла – это в основном женщины и старики, и даже дети, не покладая рук, день и ночь трудились на заводах, у станках, на фабриках, растили хлеб, растили детей своих, надо было все успеть. Работали в госпиталях и делали все возможное для фронта, для победы. В это же время ждали с войны своих родных. Кто-то дождался, а кто-то нет. Это история нашей страны и судьба отдельно взятой семьи. Наш долг перед павшими, наш долг перед теми, кто вернулся с войны, но не дожил до сегодняшних дней. Наш долг перед ныне живущими участниками Великой Отечественной войны и тружениками тыла вечно хранить память об их героическом и трудовом подвиге. Хранить историю, пресекать любые попытки очернить эту историю, исказить эту историю. И в этом залог прочного, стабильного мира на всей планете. Залог безопасности нашего общего дома. Уважаемые ветераны, вы разгромили фашизм. Вы восстановили разрушенную страну. Вы достойны самых высоких слов благодарности и почитания. Мы вам говорим спасибо и низко кланяемся. Уважаемые земляки, уважаемые ветераны, в этот торжественный день, в этот праздничный день я всем желаю крепкого здоровья, здоровья вашим всем родным и близким. Желаю благополучия и мира на всей земле. С праздником, с Днем Победы! Спасибо. Для приветствия участников торжественного собрания мы приглашаем на сцену ветерана Великой Отечественной войны Дмитрия Михайловича Бобровского. Дмитрий Михайлович – участник Курской битвы, ветеран Степного и Второго Украинского фронтов, кавалер Ордена Отечественной войны первой степени, за боевые заслуги награжден медалью за победу над Германией, медалью за Курскую битву, медалью Жукова, заслуженный работник культуры Республики Бурятия, награжден знаком за активное участие в культурном обслуживании строителей БАМа, лауреат форума «Общественное признание» за заслуги в Великой Отечественной войне. С приходом к власти Гитлера в Германии обострилась обстановка в Европе. Империалисты всего мира всеми способами поощряли фашистскую агрессию, подталкивали гитлеровскую военную машину на восток против советской страны. Правительство Советского Союза обращалось с предложениями к правительствам Англии и Франции о создании коллективной безопасности в Европе, но переговоры с ними были сорваны. Советский Союз остался один на один против угрозы войны в Европе и на Дальнем Востоке с Японией. Но война развернулась совсем не так. Советский Союз вынужден был заключить договор с Германией о ненападении. В марте 1939 года первой жертвой стала Австрия, затем Чехословакия. 1 сентября 1939 года Германия оккупировала Польшу.
В 1940 году Германия вторглась в Данию, Норвегию, затем в Бельгию, Голландию. Верный союзник Германии Италия объявила войну Франции. Захватили Албанию, Грецию. Японские войска вторглись в Индокитай. Гитлер считал себя хозяином Европы. Усилилась бомбардировка британских островов. Особая цель фашистской Германии была не просто о переделе мира, как это было в Первую мировую войну, а о завоевании мирового господства, порабощении и уничтожении целых народов, а главное – уничтожить Советский Союз как оплот мира и социализма во всем мире. 22 июня 1941 года гитлеровская Германия, нарушив договор о ненападении, без объявления войны, напала на Советский Союз. Началась Великая Отечественная война. Первыми приняли бой пограничники, но противостоять огромным силам Германии было невозможно. Началась жестокие оборонительные бои, фашистов рвались к Москве. Но советскому народу был уверен, враг будет разбит, победа будет за нами. Трудности заключались еще в том, что надо было эвакуировать огромное число оборудования, фабрик, заводов, населения, развернуть строительство в тылу новых предприятий, начать выпуск продукции для фронта, обеспечить людей жильем, питанием и так далее. Вся страна встала на смертный бой. И вот первая победа – разгром фашистских войск под Москвой. Победа со слезами на глазах. Вторая победа – разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом. А битва под Курском явилась одной из величайших сражений. Здесь были разгромлены отборные и самые мощные группировки врага. Подорвана вера в непобедимость немецкой армии. Начался распад гитлеровского блока в Европе. 3 сентября 1943 года вышла из войны союзник Гитлера Италия. И в октябре 1943 года вступила в войну с Германией. Главный фашист Италии Муссолини был арестован и казнен. Затем вышли из войны на стороне Германии Финляндия, Болгария, Румыния, Венгрия, а Япония и Турция не вступили в войну с Советским Союзом. В битве под Курском и мне довелось быть участником в этой битве 18-летним парнем. Я был полковым разведчиком, участником освобождения Белгорода и Харькова. Был тяжело ранен, вернулся с фронта инвалидом второй группы. После такого поражения немецко-фашистская армия упорно сопротивлялась, откатилась до самого Берлина. Наша доблестная армия освободила Украину, Белоруссию, Польшу, Прибалтику, Болгарию, Румынию, Чехословакию, Венгрию, Австрию. И вот Берлин, красное знамя Советского Союза над Рейхстагом. Капитуляция Германии. Победа. Выдающаяся заслуга в победе принадлежит всему советскому народу, выдающимся полководцам Сталину, Жукову, Рокоссовскому, Коневу, Василевскому, Малиновскому и многим другим. Мы гордимся тем, что свой долг перед Родиной мы выполнили, отстояли честь и независимость нашей Родины. С болью и тревогой сейчас мы следим за событиями, которые происходят на Украине. Как могло случиться, что народы, пережив оккупацию, разруху войны, гибель миллионов людей, сейчас там возродился фашизм? Люди, подумайте, что там приведет к чему. Пусть слава и память о победе не меркнут в веках. Это победа, нашего советского народа. От имени ветеранов войны поздравляю с великим праздником Победы. Всего доброго, чистого неба, дорогие товарищи. Спасибо, Дмитрий Михайлович, за ваш личный вклад в эту великую победу. Слово предоставляется федеральному инспектору по Республике Бурятия Аюне Борисовне Цойжиловой. Дорогие ветераны войны и труженики тыла, уважаемые участники торжественного собрания, 70 лет назад была одержана победа в самой кровопролитной, самой жестокой войне XX века. 70 лет назад наша страна победила фашизм.
И потому 9 мая – это самый светлый и дорогой праздник для каждого россиянина. Это символ национальной гордости, духовного единения, величия и могущества нашей страны. От имени аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе примите самые искренние поздравления с праздником Великой Победы. Желаю мира, добра, благополучия. И позвольте зачитать поздравления полномочного представителя президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Николая Евгеньевича Рогожкина. Все дальше отделяют нас года от Дня Победы в Великой Отечественной войне. Но никогда не будут забыты отвага и героизм наших солдат, спасших страну от врага. 9 мая навсегда останется в памяти россиян как символ доблести, беспримерного подвига и мужества наших отцов и дедов. Сегодня как никогда важно донести правду о Великой Отечественной войне, ее итогах и вкладе Красной Армии в разгром фашизма. Героическая борьба советского народа в корне изменила ход всей Второй мировой войны. Именно на нашей земле враг столкнулся с сопротивлением, решившим судьбу всего человечества. Большой вклад в приближение долгожданной победы внесли сибиряки. Они отважно сражались против фашистских захватчиков на всех фронтах Великой Отечественной, а в тылу укрепляли промышленную и оборонную мощь государства. В годы войны в Сибирь были эвакуированы крупные предприятия из прифронтовых районов. Здесь были развернуты военные госпитали, хранились исторические и культурные ценности. Сегодня, спустя 70 лет после тяжелейших испытаний, через которые пришлось пройти нашим отцам и дедам, мы склоняем головы перед теми, кто отдал свою жизнь во имя свободы и независимости Родины. Наш долг – продолжить дело старших поколений и обеспечить благополучие и мир в новых исторических реалиях. Уважаемые ветераны, ваш подвиг всегда будет служить для нас, для нашей молодежи, ярким примером отваги, стойкости и духовно-нравственного величия. Мы никогда не забудем то, что вы сделали для России и для всего мира. Спасибо вам. Желаю вам доброго здоровья и крепости духа, а молодому поколению желаю быть достойными наших ветеранов. Мира нам, счастья и благополучия. С Днем Великой Победы! Слово предоставляется мэру города Улан-Удэ Александру Михайловичу Голкову. Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, дорогие жители и гости нашего города, от имени органов местного самоуправления города Улан-Удэ и от себя лично сердечно поздравляю вас с 70-летним юбилеем со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Чем дальше уходит в историю победный 1945 год, тем сильнее мы сознаем величие беспримерного подвига нашего народа-победителя, который через столетия будет ярким символом несгибаемого мужества и стойкости. В этот священный день мы чествуем поколение ветеранов Великой Отечественной войны, склоняем головы перед светлой памятью погибших, благодарим тружеников тыла за их самоотверженный труд. Время имеет огромную власть, но оно слабее человеческой памяти. Мы никогда не забудем солдат, сражавшихся на фронтах, женщин, заменивших мужчин в полях и на заводах, детей, прошедших через немыслимые для их возраста испытания. Мы всегда будем помнить, какой ценой отстояли свободу и независимость нашей Родины и передадим по наследству память об этом святом дне подрастающему поколению. В нашем городе сегодня проживает 403 участника Великой Отечественной войны и 4872 труженика тыла, и наша святая обязанность – это забота о вас. Руководство города делает все для того, чтобы вы, герои военных лет,
не чувствовали себя забытыми и одинокими, были окружены заботой и вниманием. Дорогие наши ветераны, мы перед вами в неоплатном долгу. Примите самую искреннюю благодарность за ратный подвиг, за тяжелый труд на благо страны, за вашу силу и верность Родине. Желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, благополучия, тепла и заботы близких. Мира и счастья вам, дорогие земляки! С праздником, с Днем Великой Победы! Спасибо. Слово предоставляется исполняющему обязанности командующего 36-й общевойсковой армии генералу-майору Валерию Евгеньевичу Шарагову. Дорогие товарищи, уважаемые ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла, прошло 70 лет с того дня, когда благодаря величайшему героизму нашего народа была остановлена машина уничтожения целых народов и всей Европе возвращен мир. Подлинным творцом победы в Великой Отечественной войне был советский народ, а ее главным героем – солдат. Его патриотизм и любовь к родине проявилась в высочайшей стойкости и мужества, отваге и массовом героизме. Российский солдат предстал перед народом как патриот, интернационалист, верный присяге и воинскому долгу защитника Отечества. Мир увидел в нем не только мужественного и отважного воина, но и бескорыстного, благородного человека. Примеров тому немало. С гордостью мы отмечаем то, что среди солдат, офицеров, воевавших в годы Великой Отечественной войны, есть и земляки наши с Бурятии. С грустью отмечаем, что все меньше среди нас остается ветеранов суровых огневых лет. К сожалению, время неумолимо. Дорогие ветераны, вашими усилиями, самоотверженностью, высоким моральным духом на протяжении десятилетий приумножалась мощь вооруженных сил страны. Являясь для нас образцом, примером служения народу, вы продолжаете щедро делиться современным поколением защитников Отечества своим громадным жизненным опытом и знаниями, направляя его на военно-патриотическое воспитание молодежи. Миллионы соотечественников не дожили до светлого Дня Победы. В России практически в каждой семье есть тот, кто погиб на полях сражений или пропал без вести, умер от голода, в блокаду, были сожжены в печах концлагерей. С этим невозможно смириться, невозможно забыть. Вечная им память. Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, дорогие труженики тыла, вы все заслужите самого высокого уважения, восхищения и благодарности. Ваше мужество, боевое мастерство, патриотизм, крепость духа будут служить неиссякаемым нравственным примером для тех, кто и сегодня находится в воинском строю. Сегодня воины 36-й общевойсковой армии также выполняют сложные учебно-боевые задачи на всех операционных направлениях нашей великой Родины. Ребята, призванные из Бурятии, показывают высокое боевое мастерство. Дорогие товарищи, поздравляю вас с 70-летием годовщины победы советского народа в Великой Отечественной войне. Желаю крепкого здоровья, долголетия, счастья, благополучия, успехов в работе вам и вашим близким. Спасибо за внимание. Уважаемые дамы и господа, на этом мы завершаем официальную часть торжественного собрания общественности, посвященного празднованию 70-летия Победы.
Ну а прямо сейчас вас ждет праздничный концерт, посвященный 70-летию победы в Великой Отечественной войны. Перед вами выступят мастера искусства и народного художественного творчества Республики Бурятия. Встречайте! Нигта и малогне, ниптырын арағын дәсін, нылыңхи ихарынийым, нырбыжы ерәғін дәсін, нәрсі жыбайын қатын одыйы, шатажы хиләғін дәсін, нәр мықзағын күгідейі, сашажа хирегін дәсін. Еще тогда нас не было на свете, когда гремел салют из края в край. Солдаты подарили вы планете великий май, победный май. Еще тогда нас не было на свете, когда в военной буре огневой, судьбу решая будущих столетий, вы бой вели, священный бой. Еще тогда нас не было на свете, когда с победой вы домой пришли. Солдаты мая, слава вам навеки, от всей земли, от всей земли. Еще той ночью игры снились дети, но грозным ревом, не пустой игрой, ночное небо взрезав на рассвете, шли самолеты на восток. Их строй нес, притаясь сначала новые ноты, что дирижерским замыслом верна, зловещим визгом первого полета начнет запев по имени «Война». Но дирижер не знал, что в этом звуке, где песнь победы чудилась ему, звучат народа собственного муки, хрипит Берлин, поверженный в дыму. Той первой ночью в ранний час рассвета спала земля в колосьях и цветах. И столько было света, столько цвета, что снились разве только в детских снах. Той ночью птицы еле начинали сквозь дрему трогать флейты и смычки, не ведая, что клювы хищной стаи идут уже совсем недалеки. Штыки постов глядятся в воды буга. Еще Россия даль объята сном. Но первой бомбы вой коснулся слуха, и первый гром, и первый рухнул гром. И встал в ту ночь великий щит народа и принял в грудь ударов первый шквал, чтоб год за годом, все 4 года не утихал сплошной 9-й вал.